un turpināsim sniegt augstu kvalificētu palīdzību šiem pacientiem. Šodien mēs godinām arī Černobiļas seku likvidācijas dalībnieks, kā arī viņas ģimenes locekļus, un izsakām dziļu līdzjūtību Japānas iedzīvotājiem, viņu piederīgiem un tiem bojā gājušajiem, kas notika šogad Japānā. Mēs esam saņēmuši arī vēstījumu no ministru prezidenta Valda Dombrovska, ko es jums nolasīšu. Rīgā 26. aprīlī 2011. gadā Veinberga kungs, Vērzemnieka kungs, godātie Černobiļas atomelektrostacijas traģēdijas 25. gadsimta pasākumu dalībnieki. Ir apritējusi jau ceturdaļu gadsimtu kopš traģiskās atomelektrostacijas katastrofas Ukrainā, kas tiešā veidā skāra arī mūsu valsti, Latvijas iedzīvotājus. Lielāko kaitējumu, atomreaktoru eksploziju un radioaktīvo vielu piesārņojumus nodarīja Černobiļas tuvējos reģionos dzīvojušiem ukraiņiem, baltkrieviem un krieviem. Taču būtiski atcerēties arī avārijas seku likvidēšanā iesaistītos, kas riskējot ar savu veselību, palīdzēja novērst tālākus postījumus un saņēma veselībai kaitīgu un nerad pat nāvējošu radioaktīvās starojuma devu dzīvojošiem gan apkārtējai videi. Šajā atceres reizē vēlos pateikties visiem seku likvidēšanā iesaistītajiem par varonību un drošsirdību. Drošsirdība nebūtu nenozīmē to, ka nav baila. Tā ir spēja turpināt darbu pat tad, kad tevi ir pārņēmuši šausmas. Fukušimas kontekstā rakstīja mediji. Un tas attiec arī uz Černobiļas seku likvidēšanas darbu veicību. Paldies drošības ģimenēm par stiprinājumu. Paldies Latvijas Savienībai Černobiļa par plecu sajūtu un viedu tiesību pārstāvēšanu. Paldies medicīnas personālam par atbalstu un palīdzību vīru veselības kvalitātes celšanā un rehabilitācijā. Трагической катастрофы. Общее количество пострадавших от Чернобыльской трагедии превышает 5 миллионов человек. Загрязнено радионуклидами около 5000 населенных пунктов Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. Чернобыль продолжает свою разрушительную силу и ныне, напоминая нам о большой ответственности перед теми, кто ценой собственного здоровья, жизни заплатил за чужие ошибки и спас будущие поколения. К сожалению, в 1986 году руководство СССР отказалось от международного сотрудничества. Тем ценнее помощь тех, кто первым откликнулся на призыв о помощи. Мы высоко ценим тот факт, что в ликвидации последствий трагедии от Латвии принимали участие свыше 6000 человек. И среди них нынешний президент Латвийской Республики господин Валдис Закс. Страшные последствия Чернобыльской аварии будут ощущаться еще долгое время. Наша задача – обеспечить реальные перемены к лучшему на загрязненных территориях. Украина последовательно и неукоснительно работает над реализацией этой сверхзадачи. Трагические события в Японии еще раз всколыхнули мир и заставили в очередной раз пересмотреть подходы к безопасности атомных электростанций. Сегодня, через 25 лет после техногенной катастрофы, от нас, нынешнего поколения, во многом зависит то состояние природы и человеческого бытия, которое мы оставим в наследство будущим поколениям. Урок Чернобыля страшный. Вместе с тем, это предостережение не только для Украины, но и для всего человечества. Главным его выводом является то, что он не должен повториться. Спасибо за внимание. Павлис. Евгением Семеновичем Воробьев-Кунгом. Ваше превосходительство, господин президент,
уважаемые дамы и господа, 25 лет назад мир стал свидетелем одной из самых ужасных катастроф в истории. Чернобыльская авария стала страшной трагедией как из-за непосредственных людских потерь, значительных участков пострадавших территорий, масштабов перемещенного населения, так и из-за количества людей, которые страдают от тяжелых болезней, вызванных этой катастрофой. Как вы знаете, Беларусь является одной из 3 стран, наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии. По трагической прихоти судьбы мы приняли на себя наибольший удар этой катастрофы. 70% радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу в результате радиоактивного взрыва, осела на территории Беларуси. 5-я часть нашей страны остается до сих пор загрязненной радионуклидами. И более 2 миллионов человек подвержены воздействию радиации. Общий ущерб от Чернобыльской аварии составил для Беларуси, по оценкам экспертов ООН, около 235 миллиардов долларов США. Для белорусского общества трагедия Чернобыля является следующим по тяжести событием после Второй мировой войны. Это 2 глубочайшие раны на сердце белорусского народа. Помнить о них является исключительно важным и необходимым условием для правильного понимания менталитета Беларуси. А не знаешь, знаешь, ага, помню такого. Ну как жизнь, как здоров, Юрку не видишь? Ваше представительство, господин президент, уважаемые послы, дамы и господа, уважаемые ликвидаторы Чернобыля. Сегодня исполняется 25 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Она стала одной из величайших трагедий 20 века, бросив человечеству вызов по решению сложных проблем научного, технического, медицинского и даже нравственного характера. Ликвидация последствий аварии потребовала небывалого для мирного времени концентрации усилий многих стран и народов. Последствия этой аварии могли стать неизмерно большими, если бы не мужество и самоотверженность сотен тысяч участников ликвидации. Рискуя жизнью, они выполнили свой долг перед будущими поколениями и защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. В то же время, в эпоху глобализации и стремительного роста технического прогресса и производства, мы понимаем, что современный мир невозможен без развития атомной энергетики. Россия постоянно совершенствует качество и безопасность ядерных технологий. За 25 лет, прошедших со времени Чернобыльской трагедии, в нашей стране не произошло ни одной серьезной аварии, связанной с атомной энергетикой. Наша страна и впредь будет развивать эту индустрию, всемирно заботясь одновременно о ее безопасности. От имени посольства России хотел бы искренне поблагодарить всех латвийцев, кто принимал участие в ликвидации тяжелейшей катастрофы нашего века, Чернобыльской аварии, и поклониться всем участникам этой ликвидации от российского народа. Спасибо за внимание. Paldies. Kas izpildīja savus pienākumus pret cilvēku. Tāpat laikā mēs saprotam, ka moderno tehnoloģiju laikā, kā mūsdienīgas sabiedrības laikā, bez kodola enerģijas, bez atomelektrostacijām mēs dzīvot nevaram. Un mēs jau šo 25 gadu laikā Krievijas federācija rūpīgi strādājusi pie kodola drošības. Un jāsaka, ka šo gadu laikā mums nav notikusi neviena avārija, kas būtu saistīta ar kodola enerģiju. Tāpat laikā mums notiek arī pārunas par to, ka attiecībā uz kodola enerģijas drošību ir jāievieš daudz stingrāki pasākumi. Un nesen mums notika tikšanās Krievijas prezidenta Medveģeva kungs tikās ar ANO sekretāru Pan Gemunu un informēja viens otru par saviem plāniem, tātad stiprināt kodola enerģijas drošību. Un savukārt ANO plāno 66. savā sesijā tieši runāt par kodola drošību. Notikumi Japānā arī pierāda to, ka mums ir nepieciešama daudz stingrāk drošības pasākumi. Un visbeidzot, es gribu pateikt lielu paldies Latvijai
un Latvijas iedzīvotājiem par viņu pašaizliedzīgo darbu likvidējot Černobiļas traģēdijas sekas. Paldies jums! Priekšsēdētāja Nila Ušakova vēstījumu mūsu pasākumam. Latvijas Savienībai Černobiļa. Godājamie Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki. Pirms 25 gadiem pasaule vēl nezināja, ka miermīlīgiem mērķiem kalpojoši atoms var kļūt tik postoši. Toreiz jūs bijāt tie, kas pirmie pašaizliedzīgi stājās pretī draudīgai enerģijai, lai apturētu avārijas graujošo iedarbību. Pateicos jums, radiācijas izplatīšanās pasaulē tika apturēta. Visu rīdzinieku vārdā apliecina cieņu par jūsu paveikto, kas vienmēr paliks mūsu sirdīs kā drosmes un varonības piemērs. Nils Ušakovs, Rīgas domas priekšsēdētājs. Lūdzu, Latvijas valsts prezidenta Valdi Zatari nolikt ziedus. Lūdzu, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas vēstniecības pārstāvis nolikt ziedus.